конечно, новые условия работы, они несколько неожиданными, наверное, были. Хотя наш университет уже 5 лет применяет и достаточно активно и успешно дистанционную форму обучения. Но она в первую очередь касалась, конечно, заочников наших, тех, кто учится на заочной форме обучения и для курсов Института дополнительного образования. Ну а здесь, опять-таки, те наработки, которые у нас были, тот опыт и профессионализм наших сотрудников позволил в кратчайшие сроки перейти на дистанционное обучение. Не скажу, что все прошло гладко, но могу сказать так, что буквально там на вторую неделю перехода, то есть уже в конце марта, и студенты, и преподаватели привыкли к этому формату, и достаточно, процесс обучения проходит приемлемо, назовем его так. Наверное, главная трудность, она такая объективная была, это загруженность сетей, потому что одновременно в интернет начали выходить школьники и студенты не только нашего университета, не только нашей республики, да, практически всей страны. И, конечно, особенно в первые дни каналы были забиты, но потом эта проблема технически была решена, и здесь трудностей не возникало. Для некоторых наших преподавателей, наверное, тоже было открытие, что ли, потому что, не секрет, что у дистанционного обучения есть и сторонники, есть и противники. И, кстати, должен заметить, вот этот вот наш опыт, я его называю самоизоляционное образование, наверное, ответов не дал. Что лучше, дистанционное образование или очное обучение, да, а поставил еще больше вопросов. Поэтому те технические вопросы, они были решены. Опять-таки, и профессорский преподавательский состав, и студенты уже привыкли, но, на мой взгляд, самая большая трудность – это нехватка общения. Потому что просто передача информации посредством монитора ли, посредством электронной почты или еще чего-то, это, даже если это будет очень большая база данных, это только первичная необходимость. А для развития, для роста как преподавателей, так и студентов, для социализации, для воспитания, конечно же, личное общение всегда необходимо. И поэтому мы очень надеемся, что, несмотря на то, что, еще раз говорю, мы 100% своими силами закрыли электронные ресурсы наши, то есть наш университет имеет только возможность, и мы не обращаемся к ресурсам других вузов. Но, конечно же, быстрее хочется перейти в обычный формат, потому что, на мой взгляд, еще раз говорю, кроме простой передачи данных есть более такие вербальные вещи, которые посредством электронных средств не передашь. Для нас действительно вставал вопрос, наряду с тем, как перевести обучение в дистанционный формат. С этим вопросом мы справились. А второе, большая задача была, конечно, это практика наших студентов. Сегодня все школы и вообще учреждения образования, они так же, как и мы, на дистанционном режиме. Но, опять-таки, наши учебные планы и законодательство позволяют проводить учебную практику на кафедрах наших. Мы здесь быстро отреагировали. А с теми ребятами, которые все-таки проходят практику в школе, здесь, опять-таки, большой фронт работы у школьных учителей. Это и проверка домашних заданий, и организация электронного контента. И здесь наши ребята, они получают двойную нагрузку и двойную практику. На самом деле, вот у нас в Институте дополнительного образования есть курсы по дистанционному обучению, и мы сегодня пришли к выводу, что такие курсы нужно делать обязательно для изучения уже для студентов нашего университета. Потому что мы надеемся, что больше, конечно, такой пандемии не будет, но опять-таки те навыки, которые приобретут ребята, уже еще обучаясь в университете, они, конечно же, понадобятся в будущем. Ведь не секрет, и мы все прекрасно понимаем, что цифровое обучение, дистанционное обучение все равно будет наращивать свои обороты. Еще раз говорю, главное здесь не перейти ту границу, когда мы за учеником перестанем воспринимать человека, перестанем воспринимать личность. Это не киборг, в которого нужно засунуть какой-то терабайт информации. Это действительно человек, которого нужно воспитывать, которого нужно растить. Заочники наши в основе своей практически они на дистанционке, и сессия тоже. И этот опыт нам, опять-таки, достаточно легко позволяет перейти и студентов очного, дневной формы обучения на дистанционные экзамены. Другой вопрос, наверное, самый сложный вопрос, это наши ребята выпускных курсов.
Но здесь у нас, опять-таки, законодательство позволяет, и наш ученый совет принял решение, что в этом году в качестве выпускных наших работ будет только защита диплома, то есть выпускная работа. От госэкзаменов мы отказались. То есть, это, еще раз говорю, законодательство разрешает. Все вопросы у комиссий, которые будут, комиссии идентичные, хоть на защите госэкзаменов, хоть на защите дипломной работы. Поэтому все вопросы члены комиссии смогут задать в онлайн-режиме нашим выпускникам, и я хочу пожелать и тем, и другим удачи. Мы готовимся к тому, что, опять-таки, не все зависит от нас, все зависит, наверное, от ситуации вообще в стране, но и в своем обращении президент страны говорил, что каждый регион по-своему должен подойти в зависимости от ситуации в регионе. Мы надеемся, что к приемной кампании ситуация в республике, она и сегодня, надо заметить, в достаточно спокойном режиме все проходит, и хочется верить, что действительно вот этот боязнь, вот этот страх у людей в первую очередь уйдет, да, что действительно ситуация нормализуется в республике Башкортостан. Но как бы то ни было, мы сегодня готовимся к тому, что вдруг придется не проводить всю приемную кампанию исключительно в онлайн-режиме. Опять-таки, это не первый год, мы этим занимались, но другое дело, что если раньше все-таки львиная доля наших абитуриентов приходила по привычке, может быть, да, а может быть, потому что большая часть наших ребят проживает в сельской местности, потому что, опять-таки, вот вы задавали вопрос об обучении, техническая сторона была, и что у некоторых в сельской местности с интернетом было туговато, да, и этот вопрос приходилось решать с администрациями городов, районов, с нашими компаниями, которые провайдерами, где-то решили, где-то не особо получилось, но опять-таки там ребята без обучения не остаются. Так вот и абитуриенты, я думаю, опять-таки родители их, и все мы привыкли, что надо приходить с пакетом документов в тот или иной университет, сдавать его. В этом году из-за того, что ЕГЭ будет перенесено, сроки и приемные кампании тоже будут сдвинуты, точно, наверное, мы будем знать это буквально через 2-3 недели. Но как бы то ни было, еще раз говорю, мы готовы к тому, что мы будем принимать все в дистанционном режиме. Сегодня мы, начиная после майских праздников, уже в университете у нас будут работать онлайн-консультации, это и телефонные, и посредством интернета, посредством соцсетей, потому что действительно у наших ребят, у родителей будут возникать вопросы, а как это сдавать экзамены в онлайн-режиме, потому что в нашем университете ряд специальностей требует творческих экзаменов, свои экзамены, поэтому здесь мы тоже переквалифицируем, что ли, или как переделываем их с такого например, институт физкультуры наш. Традиционно там был, кроме тех базовых ЕГЭ, были экзамены по плаванию, по проверке физического состояния, подтягивания, бег и так далее, и так далее. Сегодня во избежание последствий коронавирусной инфекции, да, мы приняли решение, что это будет проходить в форме тестирования. И то же самое по ряду других специальностей, которые требуют наших внутренних экзаменов. Поэтому, начиная с процесса подачи документов, завершая самими экзаменами непосредственно, теми, которые необходимо сдавать, мы все максимально сегодня переводим в онлайн-формат, чтобы действительно людям было удобно и, главное, безопасно. Наверное, самое обидное в этой ситуации не абитуриентам, а, возможно, самое обидное выпускникам. Потому что традиционно церемония вручения дипломов – это одна из ярких таких, наверное, у всех студентов, кто заканчивает вуз, да, это одно из ярких таких воспоминаний об обучении, особенно если у тебя красный диплом. И здесь пока мы не пришли к мнению, как это проводить, потому что хочется, чтобы и праздник у людей был. Но опять-таки, еще раз, те меры безопасности, которые мы обязаны соблюдать, мы обязательно это будем придерживаться. Самое главное, наверное, здоровье хочется пожелать. Дай бог, чтобы обошла вот эта беда нас стороной, да, каждого, не только преподавателей, студентов Акмолинского университета, но и, в принципе, всех жителей Республики Башкортостан, Российской Федерации, но и всем жителям мира хочется пожелать, чтобы ушло, наверное, вот эта истерия определенно ушла. А так, еще раз говорю, мы просто соскучились по всем нашим студентам, по всем нашим преподавателям. Для нас это новый опыт, как и для всех, наверное, и ощущения от него даже не двоякие. Еще раз говорю, не хватает звонких голосов студенчества в стенах университета, не хватает горящих глаз.
не хватает общения, живого общения. Ну, а сейчас нам необходимо набраться еще чуть-чуть терпения, да, довести вот этот карантин до логического завершения, значит, прислушиваться ко всем тем рекомендациям, которые нам дают органы Роспотребнадзора и других наших организаций. Ну и впереди вот майские праздники, и Первомайские, и 9 мая, и опять-таки еще раз, надо вести себя строго в соответствии с правилами, хотя, конечно, и погода, и настроение немножко шепчет другое, но как бы то ни было, здесь нам нужно еще раз говорю, собраться. И что касается непосредственно процесса обучения, то больше чем уверен, что львиная доля, опять-таки, наших студентов, они восприняли нормально эту ситуацию, и наших преподавателей, и самое главное, восприняли тот материал, который дают преподаватели. У нас наша система, она позволяет отслеживать, когда, какой студент, какой преподаватель зашел в эту систему, что, выложил ли он лекции, там, или ответил ли на задания преподавателя и так далее, и так далее. То есть, действительно, здесь говорит о том, что качество образования пострадало. Оно, наверное, пострадало от того, что нет общения, потому что все равно это немножко другое. А так, базовые навыки все равно наши ребята, конечно, получили. И мне очень хочется пожелать еще раз всем здоровья, удачи. И очень хочется пожелать себе и всем остальным скорейшей встречи в стенах нашего родного Башкирского государственного педагогического университета.